Когда информационные технологии станут привычным делом, а главное доступным для рядового жителя Якутии? Что нужно знать о портале госуслуг? Сейчас, конечно, жизнь бьет ключом, и нужно всем успевать. Для этого есть у нас услуги в электронной форме. Как сегодня продвигается работа многофункциональных центров? У нас развита очень юридическая поддержка, у нас есть онлайн-приемные, и люди задают абсолютно разные вопросы от того, как я хочу открыть медицинский кабинет, с чего мне начать. Вроде бы совсем недавно для того, чтобы получить какую-либо государственную услугу, необходимо было собрать массу документов и ходить от одной инстанции в другой. Но теперь достаточно прийти в многофункциональный центр и буквально за 20 минут получить любую услугу, начиная от налоговой до кадастра. И для этого вам необходимо всего лишь сделать один шаг. Эпоху цифровых технологий, когда можно подать заявку на выдачу международного водительского удостоверения, не выходя из дома и даже не вставая с кресла, якутяне встретили с осторожностью. И все же многие уже оценили плюсы электронного портала госуслуг, и есть ряд запросов, которые граждане предпочитают подавать через интернет, не обивая пороги кабинетов госучреждений. На портале у нас зарегистрировано свыше 200 тысяч человек, и с начала этого года предоставлено свыше 5000 услуг в электронной форме. Наиболее популярными являются такие, как запись на прием к врачу, запись в детский сад, запись в 1 класс, и даже сейчас можно подать заявление на регистрацию брака. Если в начале апгрейд казенных учреждений якутяне встретили весьма скептично, то за последние 6 лет получать госуслуги в многофункциональных центрах, работающих по принципу одного окна, предпочитает половина населения Якутии. В подтверждении статистика. Если в 2010 году по всей республике было обслужено 67 тысяч человек, то за 10 месяцев 2016 года многофункциональный центр предоставил услуги почти 500 000 граждан. Безусловно, самые популярные услуги у граждан – это те услуги, которые связаны с оформлением их личных документов. Это паспорт, загранпаспорт, прописка. У нас здесь, в городе Якутске, востребованы услуги в сфере земельно-имущественных отношений, потому что полномочия окружной администрации по оформлению земельных участков исключительно переданы нам. И услуги Росреестра по регистрации прав по кадастровому учету. На сегодняшний день МФЦ предоставляет 467 государственных и муниципальных услуг, начиная от восстановления паспорта, заканчивая приемом документов на оформление дальневосточного гектара. На сегодняшний день в республике работает 38 многофункциональных центров в 34 районах республики, а также 5 офисов в Якутске. Первый был открыт в 2010 году. Всего в структуре МФЦ работает более 300 человек. Непосредственно в сфере обслуживания клиентов работает 290 сотрудников. И действительно, жить в электронном городе гораздо удобнее, и не надо носить с собой справки на все случаи жизни. Ведь учреждение не вправе требовать от гражданина сведения, которые уже имеются в базе других ведомств. Мы пришли оформить землю под гараж, собственность. Подаем документы только что. Специалисты работают отлично, постоянно пользуемся этими услугами. Постоянно. Все через МФЦ делаем. Очень экономит время. Я могу сразу несколько услуг заказать у одного специалиста. Сразу все справки я заказываю. Поблизости зайти и взять реквизиты банка. Они предоставляют такую услугу, поэтому, чтобы сразу оплатить и пойти в орган, который мне должен выдать эти данные. Удобно все-таки это, да? Ну, конечно, есть, конечно. И можно даже по интернету записаться. Другой вопрос, который волнует граждан, это проблема очередности. Ежедневно по всей республике многофункциональные центры предоставляют услуги 2500 граждан. Только в Якутске каждый день 5 офисов «Мои документы» принимают обращение от 800 человек. На обслуживание каждого клиента уходит в среднем 20 минут. И иногда в эти сроки удается уложиться. Нормативов, закрепленных по минутам по обслуживанию, нету. То есть если заявителю требуется получить несколько услуг в рамках одного обращения, он будет сидеть столько, сколько требуется. Но хотя по нормативам время ожидания не должно занимать более 15 минут, на деле все обстоит иначе. В головном офисе МФЦ по Амосова 18 из существующих 45 окон работает не более 30, а люди иногда ожидают своей очереди не 1 час. Я пришел, мне нужно разрешение на оружие продлить. Я пришел, я что-то долго здесь сижу уже, надоело сидеть, все смотрю на этот плакат. Обслуживание в кабинках хорошее, быстрее, да. А сколько времени вы потратили тогда на ожидание очереди? Ну, примерно утром я потратила 2 часа, но сейчас я вот только что подошла.
У руководства многофункционального центра есть свое объяснение. Зачастую люди обращаются по нескольким вопросам сразу в одно окно. Например, комплексная услуга поддержки многодетных семей, в которой уже включены 9 услуг. Тогда время обслуживания может растянуться на 1,5 часа и более. И потом, требования трудового законодательства никто не отменял. Мы соблюдаем все требования. Предусмотрены, конечно же, отпуска у сотрудников, которые в наших северных условиях составляют 52 дня. И те окна, на которые вы сейчас указали как пустующие, это просто сотрудники, которые либо в отпуске находятся, либо находятся на больничном. Бывают такие случаи. Люди, бывает, болеют. Чтобы скоротать время ожидания, в центре можно пролистать свежую прессу или почитать книгу. Для удобства наших заявителей в центре «Мои документы» установлена детская комната, где молодые мамы с детьми могут провести время. Также организована полка с книгами, установлен Wi-Fi бесплатный. На данный момент прорабатывается вопрос об установке оборудования по продаже кофе и напитков. Для удобства клиента во всех отделениях МФЦ обязательно присутствуют точки бесплатного доступа интернет к порталу госуслуг, бесплатная консультация юристов для малообеспеченных граждан, специальные комнаты для оформления дальневосточного гектара и многое другое. В многофункциональные центры люди обращаются по самым разным вопросам, начиная от подачи заявления на получение загранпаспорта и заканчивая вопросами, как открыть медицинский кабинет. Причем обращаются граждане и из других субъектов России. Возможно, Якутск не скоро станет столицей информационных технологий, и порталу госуслуг, как и МФЦ, предстоит немало потрудиться, чтобы стать доступнее и удобнее для каждого клиента. Но прогресс налицо. Те же очереди в офисах «Мои документы» подтверждают востребованность таких центров и готовность людей идти в ногу со временем. Надежда Ефимова, Николай Необутов, ЕСЯ.